Перед тем, как пройти на закрытую плантацию по выращиванию помидоров агрокомплекса Сунжа, специалистам Россельхознадзора нужно одеть специальный халат и обработать руки. Здесь планируется провести мероприятие по осмотру ловушек на томатную моль на 10 гектарах, около 400 ловушек. Это клейкая кормушка с феромонами внутри. На глаз так если сказать, что карантинного объекта тут здесь нет, тут есть белокрылка. Каких-то вредителей здесь не выявлено. Но полный анализ скажет лабораторное исследование. Сейчас его упакуем все в пакеты и отправим в лабораторию. По предварительному осмотру утверждать, что карантинных вредителей нет, специалисты не спешат. Для этого ловушку забирают, ее отправят в лабораторию, где проведут исследования, так как томатная моль может в любой момент обосноваться на помидоровом ранчо. Поэтому взамен старых ловушек сотрудники Россельхознадзора ставят новые. И так каждые 2 недели. Определенно 250 квадратных метров мы выставляем ловушку. Вот в данный момент мы вот эту ловушку забрали, сейчас будем ставить новую ловушку. Это в принципе установка, смотрите. Мы убираем вот эту. А это какая-то специальная? Тут клей находится. Вот видите, тут приклеивается. Феромон, да? Феромон. Нет, феромон мы еще не установили. Феромон идет отдельно. Вот феромон. Вот мы феромон устанавливаем здесь. Вот мы ее собираем сейчас. Как кормушку, вот просто ему вывешиваем вот здесь. Томатная моль из Южной Америки – опасный вредитель томатов и других посленовых. В год может развиваться до 15 поколений, а плодовитость самки – 250 яиц. Плод, конечно, после их поедания ядовитым не становится, но вот сама картина зараженного помидора аппетитной не покажется. В России томатная моль впервые обнаружена в 2014 году. Мы уже ежегодно проводим обследование не только закрытого грунта, но и открытого грунта. Выявления томатной моли на территории Республики Ингушетия не было. Мы также проводим обследование этих тепличных хозяйств и открытого грунта, закрытого грунта на болезни растений. Отбираем пробы, ежемесячно отбираем пробы на вирусные болезни. Пока выявлено у нас не было карантинных объектов. При повреждении растений томатной молью происходит отмирание листьев и, как следствие, задержка развития. В каждой стране с ней борются по-разному. Обычно применяют феромоны и световые ловушки или используют хищных клопов, слепянок или химические препараты. Агрокомплекс Сунжа старается бороться с молью, не вредя культуре. На производстве у нас используется интегрированная защита, то есть мы используем биоматериалы и, соответственно, химические препараты. Но основной упор на предприятии сделан на биопрепараты и энтомофагов, природных, так скажем, защитников культуры, которые поедают вредителей. Это непосредственно макролофус для борьбы с тлей, белокрылкой и инкарзию. С той же самой целью, только макролофус он поедает как бы вредителя самих бродяжек, да, то есть это личинка белокрылки, и может даже взрослую особь употреблять в пищу, а инкарзия в основном паразитирует на яйцах, то есть она откладывает там свою личинку, и в результате развития личинки яйцо погибает, и выхода взрослой особи не происходит. Потом мы работаем с компаниями Биохимтех. Именно берем у них грибы полезные, которые нейтральны для теплицы, да, но они занимают свой ареал, так скажем, да, и не дают возможности развиться патогену. В республике пока томатная моль не обнаружена, но специалисты не расслабляются, стараются проводить подобные мероприятия как можно чаще. Кроме проверки ловушек, сотрудники Россельхознадзора провели отбор проб на вирус и другие болезни томатов. За сезон агрокомплекс Сунжа собирает до 80 тонн урожая. Тамара Хшагульгова, Адам Гулоев, Хамзат Халухоев, Новости 24.